Алишан, как дела твои? Ничего, нормально. После чемпионата мира отдыхал. Заболел еще, успел заболеть. 3 недели болел, вот. Первая тренировка, начинаю. Сегодня очень тяжело, но надо начинать. Когда болел, да, килограмм, 3-4 где-то скинул, когда болел. Вот, теперь восстанавливаться надо. Сейчас. Очень тяжело. Неохота было начинать, но пришлось форму поддерживать. Надо. Вот так вот. Сейчас думал месяца 2 отдохнуть, но месяца 1,5 где-то уж прошло. Вот так вот. И потихоньку. Надо нагнать форму. И на следующий год, думаю, все сначала начнется с Казахстана, Азия, потом мир. И с начала года, думаю, все нормально будет. Сейчас. Этот 19-й год был для меня плодотворным. Доволен этим годом, результатом с начала года. Чемпионат Азии я не выступал, так как не вижу смысла там выступать, в принципе. И я начал готовиться к чемпионату мира. Где-то мы с моим другом Еркином, тоже чемпион мира, с ним начали готовиться за 3-4 месяца. И он, к сожалению, неудачно выступил. 2 третьих месяца на левую и на правую. Там были свои нюансы. И, в принципе, он тоже доволен результатом. Хоть медаль привез в Казахстан. Вообще, большой акцент держали на меня, так как он говорил, мол, ты должен выиграть. Мой результат не главное. И так оказалось, что, в принципе, хорошо подготовились, и результат, как вы сами видели, вот первое место занял. И, в принципе, мы довольны результатом. Но было нелегко, так как один раз выиграть легче, но чемпионский статус держать тяжелее. И с каждым годом мы только должны прогрессировать, а не сидеть, не стоять на одном месте. И мы стараемся прогрессировать хотя бы на 5-10% с каждым годом. В этом году ты стал первым на левую руку, а с правой рукой что, как? С правой рукой я в 2010 году получил травму локтевого сустава вот в этом месте. И эта травма дает о себе знать, и, я не могу бороться, так сказать, на этой руке. В прошлом году ты успешно на ней боролся? В прошлом году, не знаю, я, может быть, и готов был, но я в этом году с Виарелом Добриным, моим соперником, хорошо забился. Еще там протесты у меня сколько были. Я потом уже по-любому до тройки не дошел бы я. Может быть, если не забился, может быть, расклад другой был бы, но вряд ли. Потому что я с Добриным очень хорошо забился. И спасибо тебе, кстати, Добрин, что забил меня. И вот такие вот дела. Сейчас пока занимаюсь легкими весами. Пока нагоняю форму потихоньку, чтобы не травмироваться. Все, в общем. На прошедшем чемпионате мира все спрашивают, откуда у меня такой старт, как ты тренируешь. В основном я старт не тренирую. В основном в прошлом году я тренировал так, хотел. И в основном мы боролись на столе. А в этом году у меня соперников не было. В принципе, никто не хотел бороться у нас в команде. И никого не было бороться. Спарринг-партнеров не было. И, в принципе, я на этот чемпионат мира без борьбы поехал. Без
спарринга не готовился. И, в принципе, тоже старт неплохой был. Не жалуюсь. Ну, в основном старт вырабатывается от силы. Ну, если у тебя сил нету, у тебя и старта не будет, в принципе. Потому что ты должен быть на голову выше соперника по силовым показателям. И отдельного секрета в этом нету. И секрет чемпионства, я не знаю, тут секретных упражнений, как все думают, потому что все люди из всех стран, большинство стран мне пишут, в чем секрет твой, ну, поделись этим, может, продашь свою программу. Я им всем говорю, что никакого такого нету, никакого секрета, потому что секрет вот здесь быть должен, и надо ставить цель, достигать цели, и все получится. Прежде чем начинать тренировку, надо потихоньку добавлять вес. Так как первая тренировка, я сегодня легкими весами буду работать. Надо размять мышцы, чтобы завтра ничего не болело. Вот обратите внимание на лямку. Этой лямке уже лет 5, наверное. Уже порванная вес. Уж выбрасывать неохота, потому что мой друг Бекжан подарил ее мне. И он как мне талисманом стал. Вот, 4-5 чемпионат мира за счет него выигрываю. Ну, без этой лямки я уже не представляю свою тренировку. Я хочу изометрию поделать сейчас. Удержание. А изометрию всегда делаешь, да? Ну, не всегда, но делаю временами. Потихоньку. Много держать нельзя, потому что можно порвать связки. Там секунду 5-7 надо максимально тянуть. И хорошо будет. Алижан, а почему не поехал на златый тур? Да, эти вопросы всем мне задают. Самый актуальный вопрос. Потому что мировая федерация запретила выступать тем, кто выступает за мировую федерацию. Из-за этого я не смог, так как мне еще раз осталось выиграть чемпионат мира, чтобы стать заслуженным мастером спорта Казахстана. И я ради этого не стал на золотой тур ехать. А так хотелось бы поехать, конечно. Но, увы, закон не позволяет. И, ну, надеюсь, на следующий год, наверное, поеду. Ну, следующий год мне по-любому надо выиграть чемпионат мира, чтобы получить заслуженный. И после посмотрим, как уже все будет. Поживем, увидимся. А пока остается нам тренироваться. Ты в тренировках больше предпочтение даешь вверху или крюку? Ну, левой крюку, а правой верхом. Потому что боковая связка на правой руке не работает, и смысла нет у меня на крюк тянуть здесь. В основном наверх. По времени сколько занимает у тебя тренировка? Тренировка, ну, час-полторы, в зависимости от желания и от вида мышц. Например, если общую физически занимаюсь, там, наверное, час где-то занимаюсь. А по группам мышц где-то полторы, ну, не больше. Так как смысла не вижу больше заниматься. Некоторые там в зале пашут там 4-5 часов. Ну, не знаю, неэффективно мне 4-5 часов заниматься. И тем более времени нет по работе, там, туда-сюда, и не успеваю. Себе могу максимум 2 часа позволить, и все. Время.
Ну, на Злата не поехал, теперь какие планы следующие? Ну, следующие планы, ну, пока не знаю, тренер куда отпустит, Марат Маиншич, туда и поедем, ну, пока не знаю. Ну, в основном сейчас на февраль месяц чемпионат Казахстана, на чемпионат Азии отбор будет, вот туда сейчас пока планы на этот чемпионат. Основные соперники в Казахстане. В Казахстане? В Казахстане основные соперники 80 килограмм. Ну, Шумбалат Райханов на 80 килограмм. Харжау. Ну, шардаринские пацаны. И, ну, много кого, но в основном вот эти вот оппоненты. Такие, ну, тройка. Еще хотел в сторону уйти. Трубин перебрался в Россию. Что скажешь об этом? Трубин перебрался, но ну, жаль, конечно, что Казахстана ушел такой чемпион. Может быть, Россия лучше стала. И, ну, очень жаль, потому что, я думаю, не стоило этого делать, но, может быть, свои у него планы, ну, что поделаешь, но все-таки, думаю, это не очень хорошее было. Интересная борьба будет, конечно. Ну, я ничего не могу сказать, там, предполагать, кто там что выиграет, но будем смотреть, болеть за нашего Диму. Ну, конечно, хочется, чтобы Дима выиграл. Ну, стол покажет. Но все равно предположения, мысли какие-то есть, может? Ну, обычно там 4-2, ну, там редко 3-3 так бывает. Но в основном результат такой 4-2, но не знаю, в чью пользу. Никого не хочу обидеть, но 4-2 Трубин должен выиграть. Такой. Ну, уже на днях все будет ясно. Все, и за Кадыргали топим. Болеем за Кадыргали. Ну, он, в принципе, выигрывал на чемпионате мира. Я помню, сам видел, что Прудников выиграл. Думаю, так же сделает, должен выиграть. Ну, надежда на них. За Кадыргали и за Трубина. Все. Про Кадыргали что расскажешь особенного? Ты с ним вообще боролся, с Кадыргали? Нет, я с Кадыргали не боролся, но хотелось бы побороться. Но он больше весит, конечно. Ну, и мы с ним в одной категории никогда не встречались. Но в будущем хотел бы побороться. И посмотреть, на что я способен. Ну, конечно, я на правой не могу ему конкуренцию создать, но на левой хотелось бы побороться для себя. По его борьбе прогнозы? Ну, по его борьбе, если он свою борьбу будет навязывать верхом, если скроет его кисть, то вероятно, что он выиграет. Ну, если он запустит себе, ну, Прудник, если зайдет в круг, ну, тогда уже очевидно, что Прудник выиграет. Главное, Кадыргали не запускать и выбивать кисть, бить по пальцам. Ну, не мне рассказывать ему, он-то самый опытный. Ну, сам-то он знает по опыту, как бороться. И все. Такие вот дела. Будем болеть? Будем болеть за Кадыргали. Ты рассказывал, что твой друг собирается из Сингапура приехать. Да, Джошуа снова хочет приехать, потренироваться, отдохнуть. Зима наша суровая понравилась ему. И он говорит, ну, чем сильнее мороз, тем лучше, говорит. Ну, он в прошлом году как приехал, ну, мы его в аэропорту встречаем. И он, типа, выходит, короче, в спортивке, типа, я ей говорю, давай, оденься, сумки вытащи, говорю, куртку вытащи, говорю, оденься. Не, все нормально, типа, это, думал, в Сингапуре, нахуй, плюс 20-25. Вышел. И сразу, пока мы до машины дошли, он, короче, замерз.
И, короче, вот так он сидел в машине, мы его, короче, окутали, там, 2 куртки одели на него, перчатку свою одел, короче, все. И он пока домой дошел, еле-еле, короче, дошел домой. И вот так вот ему наша зима понравилась. Вот в отпуск. Тренировки, которые ты с ним провел до этого, Ерекемен Бригер, дали результат, нет? Ну да, далее он в Норвегию, что ли, куда-то съездил на какой-то чемпионат. Там 2-е, 3-е место занял. Он был доволен результатом. Сейчас также мы хотим ему поставить еще пару, свою технику, чтобы он дальше у себя отрабатывал. Ну, главное, здесь неделю потренируем и все, думаю, доволен будет. И он, кстати, со своим еще другом приезжает. Забыл, как зовут, но они вдвоем будут. То есть он уже друга привезет, да, с собой? Да, захватил с собой. В прошлом году он с родителями был, а в этом году с другом, короче, решил приехать. Без подруги. И вот так вот привлекаем Казахстан. И всем, кто видит это видео, приглашаю в Казахстан тренироваться. Мы всем будем рады. И никаких секретов нету. Мы будем все показывать, как надо тренироваться в правильной последовательности. И все. Наши двери всегда открыты. Приезжайте. Но скажи по результатам чемпионата мира, вообще в целом командно, как выступили казахи? Ну, Казахстан очень хорошо выступил. Ну, в принципе, каждый год мы хорошо выступаем, но в этом году одна медаль не хватило для общекомандного зачета, чтобы мы первые стали. Ну, там, говорят, любая медаль, либо золото, либо бронза, значения не имела, но мы были бы первыми. Среди взрослых мы первые, среди взрослых мужчин общекомандное первое место заняли. Это мы уже первый раз на такой результат вышли. Второе место Россия или Грузия, не помню, короче, первая тройка. Вот Грузия, Россия, Казахстан. В этом году были допинг-тесты, Да. скандалы были, нет? Ну, скандалов таковых не было. Все мы сдавали. Ну, в основном европейцы не сдавали допинг, потому что они на Европе типа сдавали, из-за этого им разрешили не сдавать. А нас обязали сдавать, потому что на чемпионатах Азии, азиаты не сдают из-за этого. Больше проб поставили, чтобы больше наших проверить. И, там европейцы проверяли, но не всех. В основном азиаты. Результаты уже были озвучены? Пока результатов не было. Ну, скоро должны, в принципе, вот на неделе где-то уже озвучить. Обычно через месяц где-то озвучивают. Такие вот дела. Ты в этом спортзале постоянно занимаешься? Ну, скоро год будет, в феврале месяце. В этот зал абонемент подарил мой братан Каримханов Адиль. Спасибо ему. Этот зал мы выбрали для того, что бассейн здесь есть, сауна. Потому что мы отдельно ходили, в баню ходили мы отдельно париться, и отдельно в другой зал заниматься. И еще желание было поплавать. Ну, здесь все есть, в принципе. И он решил подарить нам этот зал, абонемент. И вот так вот получилось, что мы в таком крутом зале сейчас занимаемся. Следующий год, думаю, будет плодотворным. Ну, все от нас зависит, конечно. Но мы будем также тренироваться, ставить цели, достигать их. Всем удачи!